Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает санкции против китайских чиновников в связи с политикой давления на уйгуров. Законопроект, который был одобрен Сенатом 15 мая, был принят вчера большинством голосов Палаты представителей. Законопроект призывает президента Дональда Трампа наложить санкции на некоторых китайских чиновников, ответственных за давление и насилие в отношении уйгуров и других мусульман Восточного Туркестана. Кроме этого, в проекте содержится просьба Госдепартамента подготовить отчет о нарушениях прав человека в регионе. Документ был направлен в Белый дом для окончательной подписи президента. Говоря о законопроекте, Трамп пообещал, что до конца этой недели примет решение относительно Китая. Дочь владельца Huawei, являющейся одной из крупнейших компаний в области телекоммуникаций в Китае, и директор компании по финансовым вопросам Минг Ван Ку снова предстали перед канадским судом. На слушании, состоявшемся в Ванкувере, суд постановил, что судебное разбирательство по данному делу и выдача задержанных Соединенным Штатам будет продолжено. Судья Хизер Холмс сказал, что суть предполагаемого преступления, совершенного финансовым директором Huawei, заключается в мошенничестве. Напомнив, что Канада не имеет таких же экономических санкций против Ирана, которые ввели США, Холмс заявил, что это не помеха для суда над людьми, совершившими аналогичное преступление в Канаде. 1 декабря 2018 года по обвинению в нарушении санкций США против Ирана в Ванкувере была арестована дочь владельца Huawei Рина Синджи и финансовый директор компании Минг Ван Ку. Госсекретарь США Майк Помпео сделал письменное заявление относительно политического статуса Гонконга. В свете текущих событий Помпео пришел к выводу, что Гонконг больше не является политически независимым от Китая. В результате кропотливой работы я сообщил Конгрессу, что отныне Гонконг не будет рассматриваться в соответствии с законодательством США, как это было до июля 1997 года. Ни один разумный человек не скажет, что сегодня Гонконг независим от Китая, заявил министр иностранных дел США. Ссылаясь на закон о национальной безопасности, который Китай хочет применить в Гонконге, Помпео подчеркнул, что этот шаг стал последним ударом по автономной структуре Гонконга и обещанием Пекина. Также глава Госдепартамента заявил, что США продолжат оказывать поддержку народу Гонконга. После успешного шага в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа, который привел к сокращению новых случаев, Китай принялся за укрепление военного крыла. Си Цзиньпинь, который также является руководителем Центральной военной комиссии, приказал армии подготовиться к наихудшему сценарию. По сообщениям информационного агентства Синьхуа, глава Китая сделал это заявление на третьей сессии 13-го Национального народного конгресса, на которой присутствовали делегации Народно-освободительной армии и вооруженных сил полиции. Отвечая на вопросы журналистов о выводе войск из Сирии во время пресс-конференции в Белом доме, президент США Дональд Трамп сделал следующее заявление. Когда мы выводили часть войск через Турцию, которая граничит с Сирией, все говорили, что это неправильно. Накануне я разговаривал с президентом Эрдоганом, и он сказал, что без нас обстановка на границе вполне спокойная.